Мы задыхаемся от нехватки детских учреждений, школ, садиков. Новые дома сдаются, обещали новую школу, но, к сожалению, говорят, что школы не будет. Диана Сефукова переехала в солнечный город в прошлом году. Сначала радовались, а затем столкнулись с проблемами. Старший ребенок в школу попал с трудом. На весь микрорайон она одна, и детей учится в 2 раза больше, чем планировалось. Сложности и с детским садом для младшей дочери. Живем на той стороне солнечного города, и у нас садик прямо под окнами. Мы стояли в очереди 35-й, с учетом того, что подали документы в день ее рождения. И, к сожалению, дали всего 16 мест, из них было 22 человека-льготника. Очень много мам жалуются, что мест нету, что в садик трехлетки не попали. Здесь живут в основном молодые семьи. У многих по несколько детей, рассказывает Алия Хасанова. У самой 3. Очередь в детский сад дошла, когда ребенку исполнилось 3,5 года. Некоторые и до 4 лет ждут. Еще одна проблема – детская поликлиника. По прописке они относятся к 11-й на Карбышева, но там принимает только педиатр. Все специалисты в филиале на Павлюхина. И если, допустим, надо ехать на Павлюхина, к специалисту нужно сначала заехать на Карбышева, допустим, за карточкой, а потом поехать к специалисту на Павлюхина. С одним ребенком все ладно, а если типа 2 или 3, у нас, допустим, 3, да, ну, то очень сложно. Проблема должна решиться в этом году. В комплексе планируют открыть филиалы детской и взрослой поликлиник. Сейчас здесь идут ремонтные работы. Медучреждения смогут обслуживать около 8 тысяч взрослых и более 7 тысяч детей, уверяют в исполкоме. Для солнечного города любой соцобъект является сегодня необходимой мерой, так как здесь достаточно напряженная ситуация. К концу этого года оба объекта уже откроют свои двери. По разным причинам сейчас на разных уровнях находятся строительные работы, завершается СМР. Впереди еще достаточно детальный и сложный этап комплектации каждого объекта. Откроется и филиал детского сада номер 4 по улице Гарифа Ахунова. Он рассчитан на 150 малышей. Планируют завершить работы к 1 сентября. Все 3 действующих детсада переполнены. Попадут ли в новый, родители пока сомневаются. Мы в очереди вот стоим, да, там нам 3 сада дали возможность выбрать. Но непонятно, когда мы еще попадем в этот сад. В комплексе продолжается строительство новых домов, а значит, будут и новые жители. Самая острая проблема со школой. На запрос, когда и где планируется ее строительство, в мэрии ответили, цитата, «в настоящее время рассматривается возможность размещения школы на 1500 мест через дорогу от солнечного города». Вероника Гайнудинова, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань. Закажи рекламу на ТНВ. Телефон в Казани 5 705 100.